А сейчас слово предоставляется Хельсинскому фонду прав человека. За 30 лет независимости Туркменистана ни одна женщина-кандидат не участвовала в выборах президента. Кроме того, власть не заинтересована принимать меры для увеличения числа женщин на выборных должностях. Женщины составляют около 25% членов парламента, но их присутствие номинально. Мужчины не принимают их всерьез. Наглядный пример туркменской гендерной политики был продемонстрирован и здесь, когда туркменская правозащитница подошла к главе туркменской делегации, женщине, и попросила ее о встрече и дискуссии. В ответ она показала на молодого человека, тоже члена делегации, и сказала: спрашивайте у него. Вот такая гендерная политика прекрасная существует в Туркменистане. Кроме того, хочу сказать, что посол Туркменистана во Франции, бывший посол, занимался домашним насилием, против домашним насилием, и в результате его жена и дочь вынуждена была обратиться к французским властям за защитой. В этом году впервые был опубликован доклад «Здоровье и положение женщин в семье». Даже учитывая ограниченный круг опрошенных и практику властей фальсифицировать данные, опрос показал удручающее положение по вопросу насилия женщин в семье. Каждая 8-я женщина в Туркменистане подвергалась физическому или сексуальному насилию со стороны супруга или партнера. Представьте, половина опрошенных женщин, подвергавшихся насилию, получали побои в живот во время беременности. Отвратительная гендерная политика Туркменистана приводит к тому, что туркменские женщины вынуждены выезжать в Турцию, где также их дискриминируют, и они бесправны, подвергаются насилию, в том числе и сексуальному. Значит, хочу обратиться к господину Борреллю. Вы послали своего представителя, госпожа Хаккала, которая дала большое интервью, и где только 2 строчками сказала: в фокусе внимания Брюсселя также всегда права человека, гендерные вопросы, которые мы рассматривали. Дело в том, что все вот эти посещения Туркменистана и пожатие руки президенту и другим чиновникам, которые пропагандируют диктатуру и угнетают туркменских граждан, вы даете индульгенцию им на вот такие совершения вот таких действий. Поэтому нам обращаются туркменские граждане и просят: попросите их, чтобы они не приезжали. И когда они приезжают, наоборот, становится хуже, и права граждан, права в том числе женщин нарушаются. Спасибо. Thank you.